Работа коммунальных служб в столице всегда на виду. Коммунальщики и в холод, и в жару практически без выходных прилагают максимум усилий, чтобы обеспечить население бесперебойно водой. Пытаются как можно быстрее устранять проблемы с канализацией и проводить хотя бы ямочный ремонт дорог. На улицах Трапш, Басария, Арцахской по проспекту Аяйра, набережной Махаджира, в Первомайской и Войнахской были заменены разводящие водопроводные сети. Устранено более 300 утечек водопровода. 189 миллионов рублей выделено коммунальным управлением столицы на текущий и капитальный ремонт систем водопровода и канализации в 2017 году. Были закуплены более 5 насосов по разным характеристикам для насосных станций, для того, чтобы предотвратить перебои водоснабжения в городе Сухум. Проводился еще закуп запасных частей на насосную станцию, канализационную насосную станцию, которая отводит все канализационные воды из города в Нижние Шерские очистные сооружения, которые также содержатся за счет бюджета городского, за счет городского бюджета. Капитальный ремонт остановок, работы по замене тротуарной плитки, содержание в должном виде парков и скверов столицы – это лишь небольшой перечень произведенных городскими службами работ в текущем году. Только для спецавтохозяйства администрации города были приобретены запчасти на спецтехнику и 100 единиц новых евроконтейнеров на сумму более 2,5 миллионов рублей. На 10 улицах Сухума произведен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия. Были проведены работы капитального характера по ремонту тротуаров по улице Ардзенба. Это начиная от Генерала Бар до улицы Калмыкова для улучшения прохождения по ним пешеходов. Также проводились работы текущие по ямочному ремонту, по дорожному хозяйству города Сухум. Это по улицам Ардзенба, Джонова, Агумава, по улице Сахарова, Конфедерата, Вайтгылера, по Гумыстинской улице, для того, чтобы медленнее они разрушались, чтобы можно было по ним нормально передвигаться. Управлением образования города Сухум в этом году была продолжена работа, направленная на улучшение образовательного и воспитательного процесса в школьных и дошкольных учреждениях столицы. В этом году была запущена программа «Мой выбор здоровья», в рамках которой проведены спортивные мероприятия, различные встречи и лекции на тему борьбы с наркоманией и выбора здорового образа жизни. По словам начальника управления образования города Сухум Людмилы Адлиба, в некоторых школах столицы открыты профильные классы, которые по мере возможности оснащаются необходимым техническим оборудованием. Количество детей, принимающих участие в школьных, столичных и республиканских олимпиадах, с каждым годом увеличивается, что, безусловно, радует. Большая работа проведена и горстроем. В уходящем году было подписано 100 контрактов на сумму более 30 миллионов рублей. Частично отремонтировано 30 кровель жилых домов, установлено 11 детских площадок. В районе Маякского озера проведены берегоукрепительные противопаводковые мероприятия. Проведен капитальный ремонт спортивных и актовых залов в некоторых школах, а также частичный ремонт в детском саду Апра. В 10-й школе города Сухум был выполнен капитальный ремонт спортзала, капитальный ремонт актового зала, ремонт кабинета химии, медицинского кабинета, косметический ремонт фойе и классных кабинетов. Ранее в этой школе были заменены все оконные блоки. В 5-й школе был проведен капитальный ремонт спортзала и медицинского кабинета. Завершился капитальный ремонт помещений первого корпуса детского сада Апра. По словам Тимура Агарба, все запланированные работы на 2017 год выполнены. Частичный ремонт школьных и дошкольных учреждений, объектов здравоохранения, спорта и жилого фонда будет продолжен и в 2018 году. А в эти предновогодние дни администрация столицы занята подготовкой к празднованию самого красивого и волшебного праздника в году. На площади Свободы уже красуется главная елка страны. Здесь же установлена сцена, на которой в новогоднюю ночь состоится праздничный концерт. Как обещают нам организаторы, горожан и гостей столицы ждет много сюрпризов. Ирина Аршба, Беслан Джинджал, Абхазское телевидение.